Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я, ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире якутские орнитологи опровергли информацию об угрозе исчезновения стерха. Победитель телепроекта «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник в Якутске. Итальянский велосипедист стал гостем выпуска якутского YouTube-канала «Северный Патрик». Национальный парк Кыталык поделился радостной новостью со своими подписчиками в Инстаграме. По итогу учета восточно-сибирской популяции стерха на территории зимовки в бассейне реки Янзы и прилегающих к ней территориях насчитали более 5500 белых журавлей. Такое количество стерхов насчитывается впервые. Ранее самым большим указывалось немногим более 4000 особей. Помимо прочего, по наблюдению китайских ученых, некоторые из стерхов начинают покидать места зимовки и продвигаться в северном направлении, то есть возвращаться к нам в Якутию. Говорить о том, что в данное время происходит процесс исчезновения нашей якутской популяции стерха, совершенно преждевременно. Во время наших собственных исследований мы находим, что стерхи нашей популяции занимают новые места, то есть новые пары осваивают новые участки, отмечаются там, где ранее их не было отмечено. Из известного дома под куполом съехала семья. Об этом стало известно на официальной странице проекта в Инстаграме. В 2019 году на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы был построен купольный дом. Цель проекта – зафиксировать, насколько эффективен купол в условиях экстремального холода. В посте семья сообщила, что из дома пришлось временно переехать в связи с проходящими там работами. Однако вскоре участники проекта достроили собственный дом, и необходимость возвращаться под купол отпала. Утро в Нижневартовске начинается не только с кофе. По улицам города за местными жителями гонялся медведь. По данным СМИ, животное сбежало от хозяина, который держал его в клетке в местной гостинице. Испуганный медведь около часа бегал по городу, нагоняя страха на местных жителей, пока несчастное животное случайно не сбил автобус. Спецслужбы пытаются поймать медведя. Дальнейшая судьба косолапого неизвестна. Перейдем к жутким новостям. В Инстаграме все больше просмотров набирает видео «По-настоящему леденящая кровь». В одном неизвестном городе на одной неизвестной улице один неизвестный очевидец заснял на видео жуткие снежные фигуры. Предположительно, автор изваяния изобразил снеговика из мультфильма «Холодное сердце», пингвина и цыпленка. Как вы представляете себе обычный день на Дальнем Востоке? Весна, утро, кружечка кофе на балконе и тигры на помойке. Недавно пользователь сети Instagram поделился видео, на котором запечатлел тигра, отдыхающего прямо рядом с санитарной точкой. Некоторые комментаторы удивились отсутствию на помойке бомжей. Другие же юмора не поняли, разоблачив в животном плюшевую игрушку. В Якутске стартовали репетиции танцевального коллектива к республиканскому молодежному фестивалю «Мусустар». Для подготовки труппы Национального театра танца «Кыл-Уалла» в Якутск был приглашен победитель телепроекта «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник. Всего в постановке задействовано 28 танцоров. При этом театр отошел от привычного классического танца. Ожидается, что Пануфник проведет в Якутске 3 дня, а затем труппа приступит к репетициям онлайн. При этом, как отмечает художественный руководитель, возвращение к таким масштабным проектам после долгих ограничений далось танцорам тяжело, но те быстро возвращаются в форму. Так как у нас времени очень мало, ребята, в принципе, хорошо берут материал, стараются. Конечно, хотелось бы немножко лучшую форму видеть, ну, именно и понимание хореографии. Но ничего, мы как раз для этого здесь и есть, чтобы дать новое вдохновение, вдох нового для ребят. Но, естественно, зритель это все должен почувствовать и увидеть.
Велосипедист-экстремал Лоренцо Бароне стал гостем якутских блогеров. Так, целая серия YouTube-канала «Северный Патрик» была посвящена путешествию Лоренцо. Самого велосипедиста блогеры Владислав и Георгий Третьяковы повстречали неподалеку от села Кутана Алданского района и предложили ему погостить в их доме. Во время разговора Лоренцо рассказал блогерам о своей экипировке, о пройденном пути и дальнейших планах. Также блогерам удалось зафиксировать скорость езды велосипедиста. Это около 20-21 км в час. How do you feel, Lorenzo? Good. Тепло. Тепло? Yes. The weather is very good. Yeah. Well. А теперь о погоде. В Якутске заметно потеплело, -8, -10 градусов и ветер со скоростью 8-10 метров в секунду. 19 марта без осадков, ветер 2-7 метров в секунду, температура воздуха -8, -10 градусов. На территории республики в Ленском, Алекминском, Мирнинском, Оленёкском, а также в Вилюйской группе и по Нижней Лене прогнозируют метель. Ветер до 15-20 метров в секунду. В центре и на юге -6, -1 градусов, а на юго-востоке и вовсе плюсовая температура -2, +3 градуса. Оттепель. На северо-западе похолодание до порядка -32 градусов днем. Это были самые холодные новости к этому часу. У меня все. Я с вами прощаюсь. До встречи.